Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Итоги деятельности отделения МВД по городу Канашу подвели на этой неделе. По многим направлениям показатели оказались достаточно высокими. Однако темп просто следует увеличить. Подробности у Ирины Константиновой. В работе совещания принял участие заместитель начальника управления внутренних дел МВД по Чувашской республике Олег Сильвестров. Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2018 года, начальник отдела Эдуард Николаев отметил, что следует опираться не на сухие цифры, а на конкретные действия, предпринятые в работе полиции. В своем докладе он отметил, что работа была направлена на профилактику, раскрытие и расследование преступлений, а также охрану общественного порядка. Социально-экономические процессы, происходящие в городе, оказали существенное влияние на состояние оперативной обстановки. Основная категория лиц, наиболее часто совершающих противоправные действия, это неработающие, ранее судимые, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. Их доля в общем числе преступности составила порядка 66%. Выступающие отметили, что в среднем по городу уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составило 112 преступлений. Наибольший удельный вес приходится на хищение чужого имущества. При этом необходимо отметить, что за последние 3 года увеличилась доля мошенничеств, угроз убийством. Массовая доля краж, убийств, грабежей, изнасилований, побоев и причинения легкого вреда здоровью сократилась. Общее раскрытие краж у нас, так скажем, по сравнению с прошлым годом лучше. Процент раскрытия составил 33%, прошлый год 54,5%, по республике 77,7%. В результате преступных посягательств здоровью 7 гражданам был причинен тяжелый вред, 1 человек погиб. За 2018 год окончены расследованием уголовные дела по более чем 450 преступлениям, в том числе 82 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. В местах с массовым пребыванием граждан функционируют 330 камер видеонаблюдения. Изображения с 96 видеокамер, установленных в рамках реализации мероприятий АПК «Безопасный город», выведены в дежурную часть ОМВД. В настоящее время на территории города осуществляет деятельность народная дружина с общей численностью 17 дружинников. На профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних состоит 59 подростков. За 2018 год поставлено 52 подростка. Аналогичный период прошлого года составлял 41. Также на рассмотрение комиссии по делам, административной комиссии направлены 3 материала за нахождение в ночное время несовершеннолетних в местах розничной продажи алкогольной продукции. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Во исполнение закона Чувашской республики об общественных воспитателях за каждым несовершеннолетним на заседании комиссии после рассмотрения административных материалов закреплены общественные воспитатели. Это в основном, значит, классные руководители. Также в последнее время было принято решение о привлечении общественности. Вот мы сейчас в основном стараемся как-то привлекать ветеранов, сотрудников органов внутренних дел. Глава администрации Виталий Михайлов поблагодарил личный состав за проведенную работу и призвал к дальнейшей совместной плодотворной деятельности. Эдуард Николаев, заслушав доклады начальников отделов, высказал пожелание теснее сотрудничать со средствами массовой информации в целях профилактики. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» в очередной раз собрал вокальные и хоровые коллективы в детской музыкальной школе. Более 300 участников получили дипломы и сладкие подарки, рассказывает Марина Баринова. Вокальные и хоровые коллективы школ уже в 12-й раз принимают участие в Рождественском фестивале. Его программа объединила музыкальные и театрализованные композиции, прославляющие родившегося Бога-младенца Иисуса Христа и рассказывающие о событиях рождественской ночи. По мнению ребят, участников фестиваля, приносить радость людям, дарить любовь и добро – это и есть Рождество. Я думаю, что Рождество – это праздник веселья, радости. И когда все люди веселятся и поют песни. Те же самые колядушки. Это
Этот зимний праздник наполнен чудесами, как мне кажется, и волшебством. Рождество – это для меня праздник, важный, который для всех. Рождество для меня самый лучший праздник. Очень я его люблю, так же, как и Новый год. Когда пастухи увидели, что они читали в книгах пророчества, то, что должна появиться звезда Вифлеемская, и тогда родится Иисус Христос. И это пророчество сбылось. Они принесли Иисусу Христу мира, золото и ладу. Ребята с замиранием сердца пели песни, слушали библейские мотивы в исполнении других. Выставка рождественских рисунков, как неотъемлемая часть фестиваля, не оставила никого равнодушным. А в завершении ребятам вручали рождественские сладости. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, музыкальная школа. Далее небольшое объявление. Уважаемые жители города Канаша, просим принять участие в голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в городе Канаше для дальнейшего участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории малых городов и исторических поселений в 2019 году. Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте администрации города Канаша в разделе «Пресс-центр актуально». Проголосовать можно тут же. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Хотите недорого, качественно и быстро оформить недвижимость? БТИ Канашского района это сделает для вас. У нас 15-летний опыт работы в сфере кадастровой деятельности. Высокопрофессиональный инженерный состав, 9 кадастровых инженеров. Большой опыт работы во всех отраслях кадастровой деятельности. Техническая инвентаризация, геодезия, картография, топография, межевание, территориальное планирование, установка охранных зон. Мы работаем с современным спутниковым оборудованием. Имеются лицензии на геодезию и кадастровую деятельность. Все кадастровые инженеры являются членами СРО. Предприятие состоит в СРО с допуском к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Имеется аккредитация на работы в области технической инвентаризации. Работаем на территории города Канаша, Канашского района, Чувашской республики в целом и за ее пределами. С нами сотрудничают «Газпром», газораспределение Чебоксары, Российские железные дороги, строительный трест номер 3, Промтрактор-вагон, Чувашэнерго, Сбербанк и другие. Приглашаем вас к сотрудничеству. Заявки принимаются по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 89, Центр кадастрового обслуживания. Телефоны 4 18 61 2 53 10.